В общем, вернулся с прогулки. Здесь у нас больные куры были. Почему говорю? Потому что вот это какого-то залезла сюда и замочила ее. Алита, это что такое, блин? А? Ты кого здесь? Кто тебе разрешал это делать? А? Ты что делаешь? Двоих кур, что ли, сразу? Так, одна. Так, черную не вижу. Уже сожрала, наверное, ее. Или эта черная была. Ну, все, короче. Вот она. Лечил, блин. Алита, ну ты даешь, блин. Вот ты где шлялась, блин. Вот эту черную мою хоть не сожрала. Ты, блин, прибью тебя. Нельзя. Нету черной. Она и черную сожрала. Где? Не вижу я. Черную съела уже. Алита, ну все, я тебя здесь оставлю тогда. Здесь и тусуйся. На прогулке как раз был. Надо низ сетку тоже закрывать. Потому что кто-то убежал. Наверное, кто-то тоже схватил здесь. Надо посмотреть. Не пойму, а где черная? Че, ты так быстро съела ее, Алита? А? Че рычишь? Луйка. Я прям подозревал, что ты сюда раньше времени вернешься. В общем, надо дальше отъезжать. Надо прицеп какой-нибудь облегченный делать. И садить их в прицеп и отъезжать далеко-далеко с ними. Ну, там просто они больные. Вот там курятник-то закрыт на ночь. Эти больные здесь были. Ну вот отодвинула, залезла. Там походу еще напичканные лекарством, а ты их съела. Все, тушуйся здесь, блин. Крыс бы лучше так ловили. У нас сейчас Аллу охотилась на крысу. Не смогла в этих зарослях поймать. Там кто-то бегает. Надо их садить обратно. Че, наелась куры? Да, сожрала, объелась. Ну и сиди теперь здесь. Всех собак рассадил. Осталась одна Алита. Алита вон там точит все. Алита, ну чё, погнали? Тебя на руках придется нести. А, ну вот она и черная курица. Ты чё, на меня рычать, что ли, вздумала? Или чё ты смотришь на меня так? Да, весело, Алита. Побоище устроила, конечно, ты. Белая волчица. Смотрите на нее, какая красавица. Сейчас я тот кусок ари дам. Что теперь делать? Погнали, Алита. Все. Ну, пойдем арюшки дадим. Где у нас арюшка? Иди, моя девочка, сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну это Ария. Ария. Так, ну походу здесь не одна Ария. Ух ты, Ария, молодец, ничего себе. Так, тихо.
Так. Ну ё-моё, вас надо отсаживать. Ёшкин кошкин, Оскар забрал. Ну сейчас получите люлей. Сейчас фиг отдаст, она что в крови вся. Он бегает. Оскар волчара, конечно. Конкретный, причем я скажу. Все, Ария, иди. А ты чё, Балта, иди тоже отсюда. Сейчас ему покоя не дадут. Оп, перехват. В этом развлечение на ночь. Еще и чихает, недовольный. Он остановился. Сейчас будет есть. Ария, все, иди, нету. Вот он, Оскар. Тоже будет, наверное, светлый-светлый. Единственный в помете такой был. Персиковый. Сейчас все светлеет и светлеет. А тот у нас был персик, который он наоборот серел. Это очень интересный на самом деле окрас. Мне вот 2 недели назад звонили. Так, кто там? Хотели его выкупить. Но 150 тысяч, кстати, предлагали. В объявлении 100 стояли, они говорят 150, продайте. Я говорю, нет, все уже, не можем мы продать. Очень интересный экземпляр на самом деле получился. Чем взрослее становится, тем, ну вот Оскар, да, волчара конкретный забрал и съел. Ни Балта, ни Братиш. Братиш что-то там ест, но непонятно что. Наверное, кусочек оторвал у него. Но этот вообще все ест свое. Все, что взял, все ест. Хватка, конечно, у него мощная. Да, и ты мощный. И ты мощный. Балта. Извиняюсь за такую съемку, потому что сетка, руки трясутся, на двойке снимаю. Он Братиш. Он убежал. Сразу убегает от Братиша. Что-то там соседние собаки, соседские собаки разлаялись.
Он братиш жрет. Кусочки отбирает у этого Оскара. Но они тоже здоровые. Они такие коренастые, широкие, эти вольфунды. Гибриды волка и маламута. Еще раз повторюсь, это у них дедушка двоюродный, это Акела. Родной брат Елисей. Вот Елисей это их дед. Что по матери, что по отцу. Произошел у них имбридинг. На отца, в общем. Он рычит, смотрите как. Оскар! Оскар! Ты чё такой? Тебя на охоту может взять с собой? Ты же мне потом не отдашь добычу. Парень серьезный-то. Все, что ли? Так, понятно. Это у нас еще не вылазит. Арюшку надо отсаживать от этой банды. Балта. Ой, какой волк. Ой, какой волк. Ну, у Ари побольше процент волчьей крови, чем у вот этих ребятишек. У этих уже растворение произошло. F1 на F1 у них. Гибрид первого поколения на первое поколение. А здесь чистый волк полярный на гибрида. У него выше процент волчьей крови. Вот она такая волчица. Выпрашивают еду у братиша. И Ария даже выпрашивает. Смотрите, она как щенок себя ведет по сравнению с братишом. Братиш, конечно, здесь пахан в этом вольере. Братиш как вес набирать начал. Пузан такой конкретный. Не говорю уже о этих гибридах. У них там табло просто.
думаю, с Йети и с Вольником, что ли, посадить Арию. Сегодня Монику убрал от них, потому что у меня вон нога опухла аж. Вольник ее так убивать начал. Думал, все, конец ей. Вот начала хромать, и я хромать потом начал. Там, я не знаю, разнимать так пришлось, что ничего не помогало. Так, активизировалась Ария. Так, нельзя, нельзя. Пойдем. Нельзя. Ария. Ария, нельзя. Нельзя. Вон, братиш, посмотри. Ну-ка покажитесь во всей красе. Так. Так. Вольник, пошел. Оба. 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 Вот он у нас, вольничек. Сколько ему? Йети нельзя. Йети? Нет. У нас ему... У тебя 8 есть месяцев? Я уже забыл, сколько тебе. У нас он февральский, в общем. Фурия бесится там. Ломает деревья. Да. Давай, давай, давай. Нет, ты хочешь, да? Ты хочешь. Ты. У нас с ним Йети и Вольник месяц разница. Вольник, конечно, габаритами, вот сами посмотрите, у меня рост 1,82 м. Вот его, ему 8 месяцев. Февральский сейчас. Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Так ему 7 месяцев только исполнилось. Ему еще 8 нету. Да? Тебе еще 8 нету, малой. 8 нет, здоровый какой. Будет вообще прям хороший, огромный. Вот как раз для нашей селекции. На самом деле выплюнул хороший щенок. Самый крупный был в помете. Переросток прям. И Йети тоже был переросток. Иди сюда. Вы не выйдете, там закрыто. Йети. Йети повыше его. Но он и постарше на 1,5-2 месяца его. Иди сюда. Вот так. Вот он. Теперь Йети. Вот у нас он декабрьский. Декабрьский парень. Переросток. Чистокровный западно-сибирский кобель. На самом деле для селекции он просто не находка. Посмотрите его лапу. Я фотографировал его лапу в этом. Вот они вдвоем. Он у нас поедет к родной сестре Акелы. Дай бог, чтобы все планы срослись. Я сфотографирую, точнее вставлю сюда сестру Акелу, видео с ней. Она дает очень крупных щенков даже с кобелями средними. А если с переростком покрыть, то, конечно, будут там очень крупные щенки. Куда пошел? Жека, поцелуй давай, поцелуй, поцелуй, поцелуй. Поцелуй. Любовь, где любовь? Покажи любовь, любовь, любовь. Вот это любовь. Какая молодец, любовь, любовь. Какая любовь. Молодец, ежевичка. Куда пошел? Можно, в принципе, гибридом было покрыть, но нам нужно по максимуму разбавлять волчью кровь, потому что она на самом деле не нужна в таком количестве, да? Йети. Вот они, в принципе, играются с вольником, но потому что вольник уступает где-то в каких-то моментах. Если бы упертый сильно, то, конечно, они тут не ужились бы. А так, как бы, что один, что второй очень крупный. Мне кажется, вольник, конечно, будет пошире. Башка пошире, этот просто высокий на лапах. Иди сюда, Йети. Йети. Смотрите, как он выполняет команду. Сидеть. Сидеть. Молодец, дай лапу. Молодец. Голос. Голос.